Ну что ж, я очень рад всех вас приветствовать на нашем вебинаре. Он будет посвящен разным аспектам изучения языка. И прежде всего у нас, давайте такой технический вопрос. Значит, мы работаем таким образом. У нас как бы будут несколько частей на вебинаре. Первая часть у нас будет посвящена методикам, разговору о языке, о том, как лучше учить язык, какие методы использовать и так далее. Потом я расскажу о мнемотехнике, как было заявлено, и, кстати, отвечу на те вопросы, которые поступали по мнемотехнике, тоже было определенное количество вопросов. И ближе к концу у нас будет такой блок, который тоже был заявлен, это рассказ о особенностях каких-то конкретных языков. Я выделил их 6 по вашим заявкам, но, возможно, мы чуть-чуть расширим его, чтобы мы могли обсудить какие-то советы, детали, какие-то рекомендации, которые вас интересуют по вашим частным вопросам. И в конце у нас будет объявлен маленький бонус, поэтому дождитесь, дождитесь этого. Я думаю, бонус будет приятным. Итак, прежде чем мы с вами начнем, я хотел бы задать вам такой вопрос. Давайте мы сейчас немножко обновим. У меня есть список, который вы прислали при регистрации. Но давайте мы сейчас немножко обновим этот список и поймем, какие у нас реально запросы в аудитории и какие языки вы изучаете. Пожалуйста, напишите в чат тот язык, который вы изучаете, или там несколько языков, именно которые вы изучаете, не те, которые вы знаете, там говорите, на которых уже там свободно и так далее, а вот то, что вы изучаете, либо хотите изучать. И так, сейчас я буду регистрировать их. Вот у нас есть английский и хинди. Английский, хинди пишем. Отлично. Тибетский, арабский. Тибетский, арабский. Корейский. Корейский, санскрит. Санскрит, тибетский. Латынь, да, у вас так много. Латынь, татарский, санскрит, арабский, китайский, японский. Английский есть, готовы изучать тибетский. Тибетский, санскрит в перспективе. Славянский. Латынь. Я просто потрясен на самом деле широтой ваших интересов. Китайский у нас был. Так, китайский. Японский. Отлично, отлично. Так, ну что ж, кто не написал, вы можете писать по ходу пьесы какие-то ваши запросы, да? Ну что ж, прекрасно. Прекрасно. Ну, в основном мы примерно попали в ту выборку, которая у нас была до семинара. И я подготовил какой-то определенный набор языков. Ну, по вот этим языкам, которые вы обозначили, ну, по большей части я постараюсь вам что-то рассказать. Так, нидерландский, французский, отлично. Французский. Я это все регистрирую, чтобы не забыть. Угу. То есть, насколько у нас будет возможность по времени, я попытаюсь вот, ну, по максимуму на ваши какие-то чаяния ответить. Коллеги, мне, конечно, хотелось бы, чтобы наша встреча прошла в хинди, вижу. Отлично, хинди был, значит, регистрируем. Вебинар рассчитан на 2 часа. Коллеги, да, вопрос был. Вебинар рассчитан на час, вопросительный знак. Вебинар у нас рассчитан примерно на 2 часа. Может быть, мы чуть-чуть задержимся. Но примерно у нас расчетное время 2 часа. И если вы что-то не сможете досмотреть, вы не переживайте, потому что запись этого вебинара будет доступна на YouTube. Он будет, ну, он открытый, он свободного доступа, и он будет размещен на канале Школа Тибет Класс. Видео, если у вас... Так, у меня видео не идет. Значит, если у вас у кого-то еще не идет видео, напишите. Если у вас видео нету, да? Странно. Так, видео нет. Видео есть. Так, у кого еще есть видео? Давайте по видео. Есть. Коллеги, значит, давайте так. Я вижу, что у большинства видео есть, поэтому если у вас
Нету, перегрузите, пожалуйста, комнату, либо зайдите через Chrome. Зайдите через Chrome. Через Chrome вы можете также через мобильное устройство работать. То есть можно на телефоне подключить. Ну, в принципе, на самом деле, даже если у вас не будет видео, ну, ничего страшного не произойдет. Потому что главное, что у вас презентация была, а я тут особо ничего не буду показывать такого. Так, поэтому лечение такое. Идем в Chrome и перезагружаем комнату, потому что это у нас не массово похоже. Ну что ж, коллеги, давайте мы продолжим. То есть, собственно, перейдем к программе. Я тут вижу, что есть люди, которые уже были на моих занятиях. Кто-то был на открытых вебинарах, кто-то на курсе у меня был по мантрам. Ну, давайте я немножко расскажу о себе и почему, собственно говоря, я веду такой вебинар. Так получилось, что уже больше 20 лет я занимаюсь исследованиями традиций Востока, традиционной культуры. И, конечно, вы понимаете, что это связано с языками, прежде всего восточными языками, ну и европейскими, конечно же, тоже. И вот так получилось, что за последние годы я занимался больше 20 языков, примерно 23, наверное, будет точно сказать, там немножко непонятно, как считать. В общем, я занимался вот таким набором языков. Конечно же, не все из этих языков я знаю на уровне, на уровне высоком, большую часть я знаю на уровне базовом, но тем не менее это достаточно большой набор, все-таки. И главное, что вот большую часть этих языков я изучал самостоятельно. И, конечно же, в процессе этих мероприятий у меня был один вопрос: как сделать это быстро, эффективно, просто и так, чтобы был реализован. Поэтому я занимался очень много изучением различных методик, методологий, технологий изучения языков, и в том числе применением мнемотехники. Об этом я тоже сегодня расскажу, конечно же. Это чудесная методика, действительно, которая в умелых руках, обратите внимание, в умелых руках делает просто волшебные вещи. Я преподаю санскрит в школе Тибет-класс и также, скажем так, смежные дисциплины. Вот у нас был недавно курс по мантрам в тибетском буддизме. И также есть большие планы, есть курс по английскому языку, мы поговорим об этом сегодня. И, в общем, планов много, поэтому об этом будет тоже рассказ. Я хотел бы, чтобы наша встреча была в таком режиме именно беседы, диалога. И я готов отвечать на ваши вопросы и какие-то конкретные давать рекомендации по тому, что вы изучали, чтобы это не было просто лекцией какой-то, потому что язык – это практика, конечно же. И вот хотелось бы, чтобы вы задавали вопросы и говорили о том, что от своих насущных проблем, то, что вам близко. Поэтому мы будем немножко вот в таком режиме диалога существовать все время. Ну что ж, коллеги, давайте мы продолжим. Итак, что я хотел бы сделать? Во-первых, есть очень много ресурсов, есть очень много каких-то сейчас постов в социальных сетях, где есть перечисление каких-то, допустим, 7 важных вещей для изучения языка, 10 там советов, которым вы должны следовать, чтобы изучить английский, ну и так далее, и так далее. Ну, как правило, советы эти, они такие очень несистемные, они разнородные, разносортные. Я приготовил вам три слова, 3 принципиальных пункта, которые, на мой взгляд, решающие для успеха при изучении языка, любого языка. 3 слова, 3 пункта, 3 таких ключевых аспекта. Но перед тем, как вот я их вам расскажу и мы поговорим об их важности, 3, не 7, не 10, там, не 25 и так далее. Я хочу у вас спросить, вот вы что считаете самым важным в изучении языка, в принципе? Вот какие у вас есть версии? Давайте напишите в чат. Напишите в чат, что вы считаете самым важным, самым принципиальным. Мотивация. Замечательно. Вот мы с вами уже совпали в одном пункте. Мотивация – это самый пункт номер 1. Сейчас мы про него будем говорить.
Мотивация очень важна. Мотивация – это то горючее, на котором едет вся машинка. Погружение. Ну что ж, интересно. Словарный запас. Хороший вариант. Систематичность. Тоже, в принципе, работает. Тактика изучения языка. Ну, тактика тоже важна, да. Тактика важна, конечно. Техника изучения языка. Я неправильно прочитал. Не тактика, техника. Ну, техника, да. Это примерно то же самое. Вот моя задача была из всех вот этих вот идей, из всех вот этих мыслей выбрать 3 позиции, которые, ну вот, топ-3, что называется. Вот топ-3. Трудолюбие. Да, трудолюбие важно. Трудолюбие важно. В принципе, согласен со всеми позициями, которые вы пишете. Но вот моя задача сейчас показать, что те 3 пункта, которые я вам как бы буду, о которых рассказывать, они самые важные, самые принципиальные. И на этих 3 пунктах базируется все остальное. Систематическое погружение. Ну что ж, тоже вариант хороший. Тоже вариант хороший. Все хорошие варианты, замечательно. Я вижу, что вы размышляли над этой темой, и действительно, на самом деле, каждый человек, который погружается в изучение языка самостоятельно, а многие люди здесь изучают язык сами, и довольно сложные языки по вашему набору, я вижу, конечно же, начинает думать о том, как делать это эффективнее. Так, ну что ж, давайте теперь я вот вам обнародую, что называется, на этом слайде те пункта, которые я считаю самыми принципиальными. Мотивация, цели и третье слово, такое странное, input. Что такое input, я вам тоже расскажу. Ну, давайте сразу расскажу. Input – это тот объем информации, информации на языке, который вы воспринимаете, весь. То есть это то, что вы слышите, и это то, что вы читаете. То, что вы слышите, то, что вы слушаете, то, что воспринимаете на слух, и то, что вы читаете. То есть вот такой объем. Но почему это важно и какие тут есть нюансы, я немножко поговорю попозже. Вот в одном пункте мы с вами совпали совершенно точно, а может быть даже в 2. В пункте под названием «Мотивация», потому что вы писали этот же пункт. Если у вас мотивации, то какие бы вы методы не использовали, какие бы вы сложные технологии не использовали, какими бы ни видео, ни звука. Так, пишут. У кого-то еще, коллеги, есть какие-то проблемы? Так, давайте напишу. Коллеги, есть ли проблемы у вас со звуком? Озвучьте. Проблем нет. И видео, звук работает. Ну, значит, это частный, все отлично. Значит, давайте так. Ну, проблем если нет у большинства, тогда вам нужно перегрузить браузер. У нас просто были периодически какие-то неполадки в вебинарной комнате непонятного рода, поэтому я так достаточно реагирую резко на это все. Так, ну что ж, давайте мы вернемся. Итак, мотивация – это топ-1. Но прежде чем перейти к рассказу про мотивацию, как ее питать, как ее удерживать, как ее взращивать, мы сейчас сделаем одно печальное упражнение, я так и назвал его, печальное упражнение, которое вам немножко, скажем так, может быть, раскроет, как бы покажет изучение языка с другой стороны. Давайте я сейчас вам расскажу вот что. Есть такое типичное убеждение, такая типичная идея о том, что язык учить нужно все время, это бесконечный процесс, вы должны заниматься этим всю жизнь, как хорошо, что это не кончается и так далее, так далее, так далее. Ну, как вам сказать, эта идея чудесна, прекрасна, но она совершенно неэффективна. И сейчас мы посмотрим, почему она неэффективна. Давайте мы разберем эту всю ситуацию с изучением языков как некое
коммерческое предприятие. Если вы когда-нибудь были связаны с бизнесом или вообще изучали экономику, или вообще хоть как-то минимально сталкивались с реальной жизнью, вы понимаете, что любое предприятие, любое производство, магазин или какой-нибудь, не знаю, там, сельскохозяйственное как-то производство, оно включает два фактора. Это затраты и доход. Затраты и доход. И если у вас есть затраты, но нет дохода, то это не очень хорошо как бы. Такое предприятие существовать долго не будет. А если у вас есть хороший доход и минимальные затраты, то все очень неплохо. Но давайте мы сейчас ровно этот же подход применим к изучению языка. Для этого мы сделаем упражнение одно. Вопрос возникает, а что же затраты и доход в изучении языка? Ну это же не деньги, вы понимаете, да? Ну, затраты, конечно, можно в каком-то денежном эквиваленте вычислить, но это тоже не всегда возможно. А вот доход-то как посчитать? На самом деле все достаточно просто, когда мы воспользуемся вот таким приемом. Посмотрите на слайд. Итак, у нас есть два числа. Вот сейчас мы их будем вычислять с вами. Первое число. Число часов затрат. Давайте вы можете просто сейчас взять какую-нибудь бумажку, и мы будем это рассчитывать. Прямо сейчас сделаем такое упражнение. Почему оно печальное, вы поймете потом. Итак, что такое число затрат? Число часов затрат. Выберите какой-то язык, который вы изучали. Ну или изучаете сейчас, допустим. Лучше, который вы уже изучали. Потому что если вы не изучали, то оно будет 0, число затрат. И проделаем давайте такое мероприятие. Мы считаем количество часов, которое вы потратили на учебу, на изучение языка. А как это сделать? Это очень просто. Если вы изучали английский язык, например, в школе, то в школе, к примеру, там, значит, изучали вы его там 7 лет, допустим, да? Или там, кто-то больше, кто-то меньше. Например, 7 лет или 6 лет. Занятия были, допустим, 2 раза в неделю. Учащиеся в школе у нас учатся 9 месяцев. Соответственно, 2 раза в неделю занятия – это 8 часов, 8 занятий в месяц. Да? Ну и вот это мы можем умножить и получить некое число. Если вы занимались в ВУЗе английским языком, то во вкладыше диплома у вас должно быть проставлено число часов. Допустим, там 250 или там 180. Не надо сейчас искать вкладыш диплома, если он у вас есть. Надо просто прикинуть, вот какое число часов вы потратили. Ну, примерно. Если вы занимались самостоятельно, то там тоже проще. Ну, например, вы понимаете, что вы занимаетесь час в день, да? И за неделю примерно получается, с какими-то перерывами, примерно 5-6 часов. Соответственно, за месяц у вас уже выходит, допустим, 20, 25 или 30 часов занятий. Если вы там где-то учитесь на курсах, то там тоже занятия идут какое-то количество часов. Вот это число часов нужно оценить, сколько вы потратили на язык, именно на учебу. То есть на чтение каких-то материалов, на изучение слов, на хождение на курсы и так далее. Коллеги, вот тут понятная идея, да? Давайте сейчас мы писать не надо количество, которое посчитали, просто, что это ясно, что вы это можете сделать. Напишите плюсик, кому понятно. И мы тогда перейдем к другой части. Другая часть посложнее, на самом деле, у нас. Сильно задумываться не нужно, да, какую-то цифру сделать, приблизительную. То есть с точностью, допустим, до 50 часов. Это очень просто. То есть понятно, что, допустим, вы учили 100 часов, а не 1000. Теперь мы считаем вторую цифру. Со второй цифрой у нас будет чуть-чуть сложнее. Смотрите, это число часов использования. Что такое использование? Например, я читаю книжку на английском языке просто потому что мне интересно содержание. Я перед сном читаю, там, не знаю, Джорджа Мартина. Нормально. И вот все время, которое я читаю Джорджа Мартина, это будет использование языка. Или другая ситуация. Например, я беседую с каким-то человеком, там, просто на испанском языке или на английском языке, потому что мне нравится этот человек или мне интересна тема беседы. Понятно? Для того, что я хочу научиться чему-то.
То есть, если вы разговариваете с language партнером, да, и тренируете какие-то аспекты языка, это учеба. А вот если вы просто болтаете в кафе с человеком, это использование языка. Если вы изучаете видеоматериал на каких-нибудь курсах, там, да, где кусочки там видео каких-нибудь фрагментов смотрят, это учеба. А вот если вы просто смотрите фильм для удовольствия, это у нас будет использование. Если вы поехали в какую-то, ну, допустим, там, англоязычную или испаноязычную страну, или франкоязычную страну, и там вы говорите на французском языке, к примеру, не знаю, заказываете кофе там в кафе, да, или обсуждаете, как там вам снять комнату где-нибудь, то это использование языка. Вот такие вещи. Если вы используете язык на, как, допустим, своей деятельности, на работе, используете его там, не знаю, пишите какие-нибудь письма там на английском языке, это тоже использование. Так, вопрос в чате. А если контракты по работе отсматриваю, это удовольствие? Нет, конечно же, ну, это может быть удовольствие, а может быть нет, я не знаю, это ваш личный вопрос. Но вы же не учитесь в это время, поэтому это, конечно же, использование языка. Это использование языка. Вот. То есть понятно, что вот этот аспект оценить достаточно сложно, да, но сейчас просто вы поймите, что, ну, допустим, он у вас какой-то там, опять с точностью до каких-то больших, очень в большом коридоре. Вот. Если у вас это получилось, теперь мы делаем следующее мероприятие. Мы делим одно число, это число из числов использования, на число часов затрат. И давайте посмотрим, что у вас получилось. Ну, какая цифра. Давайте пишите в чат, кто смог это сделать. И вот эта эффективность вашего мероприятия, коллеги, вот давайте теперь посмотрим. Так, у вас единица, отлично. Единица – это очень хороший результат на самом деле. Потому что на самом деле 12, вот просто замечательно, 12. Вы меня очень радуете, потому что типичный результат – это 0. Это 0. Это 0. По какой причине? Вот посмотрите, как у нас устроено обучение в школе. 0,4. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Типичный результат человека средний – это 0. По одной простой причине. Потому что вы как бы не можете… Система образования, вернее, так устроена. Вот и все. И поэтому у большинства людей, которые изучали, например, английский язык в школе, у них это число 0. Это число 0. И если оно у вас больше единицы, больше нуля в любом случае, то это хороший результат. Потому что значит, что вы можете использовать язык. Давайте, кто-то еще проделал, да? Пишите. Пишите, коллеги. Это полезное упражнение, пишите. В общем, идея этого мероприятия, она очень проста. 2. Ну вот прекрасно. Что мы подходим к языку как к коммерческому предприятию. Поэтому наша задача первая, чтобы это первая задача номер 1, это выйти из нуля, да, выйти из нуля. То есть как только вы начинаете язык использовать, то у вас получается, ну, условный доход. Пока вы его не используете, вот пишем, по разным языкам разно. Английский 3, испанский 0,8, итальянский 1,5, хорватский 0. Ну вот замечательно, замечательно. Видите, как просто прекрасно. Вот это упражнение, оно нужно для того, чтобы немножко фокус, как бы внимания перенаправить. Потому что основная задача, почему не получается учить язык, связана с тем, что убеждения, которые у вас по этому поводу есть, ну, у вас, может быть, их нету, ну, вообще в среднем у людей, они такие, что они затрудняют этот процесс. И прежде всего ориентация на бесконечную учебу. То есть, если вы не используете язык, более того, не понимаете, как вы будете использовать язык, то изучение языка не очень осмысленно. Поэтому меня очень радует, что у вас полюсовые показатели. Это прекрасно. Это прекрасно.
Теперь, если мы просто будем анализировать вот эту дробь, то из нее мы получим очень интересные стратегии. И вы на эту тему можете сами поразмышлять дальше после нашего вебинара, как-то дома, потому что из того, как мы будем строить вот эту дробь, как мы будем к ней относиться, у нас будут разные стратегии изучения языка. Например, вот смотрите, условно говоря, можно вложить 1000 часов, например, да, 1000 часов вложить, а потом получить 5000 использования. То есть это очень хорошая стратегия языка. Но она подразумевает, что вы можете много вложить сразу. Вы можете получить, например, вложить 50 часов и получить 100. Это тоже нормальный вариант. Например, он работает, когда вам нужно быстро что-то выучить, вы едете в какую-то страну, и вам нужно иметь стратегию, которая быстрого освоения, но на весьма поверхностном уровне. И вы это делаете и получаете результат. Далее, отсюда следует такой факт. Если у вас тип использования языка завязан на пассивные навыки, то не очень принципиально, допустим, заниматься разговорной практикой. Ну вот условно говоря, вам нужно читать какие-нибудь те же договора, да, допустим, те же договора, или какие-нибудь просто документацию, ну, допустим, на английском языке или на французском языке. Чтобы читать договора, нужно научиться читать договора. Если вы сфокусируете как бы стратегию занятий на то, чтобы изучить вот эту предметность, не затрагивая остальные аспекты, то у вас эффективность ваших занятий, вашей деятельности будет очень большая, потому что вы 100 часов, допустим, вы 50 часов потратите, получите узкоспециализированный навык, а потом будете его использовать. Вот понимаете, как бы получили узкоспециализированный навык и сразу его используем. Не изучаем язык в совершенстве, там вот эти все пляски, игры и так далее. И во многих ситуациях это очень эффективно, очень эффективно. Или, например, другая ситуация, когда вам нужно сдать экзамен. Вот если вам нужно сдать экзамен, вам нужно узко работать по сдаче экзамена. Не нужно, вы можете не изучать какие-то остальные аспекты языка. Допустим, есть четко очерченный словарный запас, который для экзаменов подготовлен, как правило. И, соответственно, вы можете заняться этим словарным запасом, проработать его, и у вас будет очень хорошая эффективность. Поэтому вот такой подход – это ключ к эффективной стратегии. Так, вопрос в чате. Так же, как и если сдавать на сертификат владения языком. Да, конечно же, если вы сдаете на сертификат какой-то, то у вас есть требования к уровню, который должен быть на сертификате, при сдаче экзаменов. И, соответственно, сдача экзаменов самая простая ситуация, потому что у вас объем навыков, он четко прописан. Ну, то есть, вот если вам нужно сдать сертификат именно какой-то, то, в зависимости от того, какой язык, это будет разные типы навыков там, конечно, но, как правило, они очень четко структурированы. То есть, например, будет ограниченное количество слов. Будет, например, ограниченное количество тем для эссе, если это письменный вариант. Будет ограниченная тема интервью, если там вариант интервью. Могут быть какие-то специализированные тесты. Ну вот пример такой, экзаменный чизкейк, да, вот он очень хорошо структурирован, и там, в принципе, понимаете, проблема, есть такая как бы штука, что вы, в принципе, можете не очень хорошо китайский знать, но и чизкейк вы сдадите. И поэтому иногда это действительно эффективно. Вот если вам действительно нужен сертификат. Ну, а потом уже можно разбираться там. Тут проблема еще заключается в том, что иногда в экзаменационных вот этих темах есть такие вещи, которые не очень нужны в жизни, в реальной. То есть вот это механизм, это принцип, который позволит вам как бы планировать свою деятельность. То
То есть перед тем, как изучать язык какой-то, вы сразу можете ориентироваться на вот это соотношение. И, соответственно, наша задача на самом деле язык не учить. Вот я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, да, но если честно, э, я вам напомню, такой фильм был «Гости из будущего», ну, еще он советский, старый такой. И там, это по книжке Киры Булычевой, там такая девочка из какого-то 2082 года, по-моему, попала в Советский Союз, и она вот рассказывает детям в советской школе, как они учат язык. И она объясняет им, что им делают просто инъекции, и через сутки вы начинаете знать соответствующий язык, да? Вот смотрите, я думал, что если бы такой метод работал, да, никто бы не учил язык. Никто. Почему? Потому что это очень эффективно было бы. Ну, условно говоря, вам сделали инъекцию, вы на завтра знаете все. То есть какое число часов затрат у вас? Ну, допустим, 1. На то, чтобы пойти куда-то там в центр, чтобы вам вкололи эту сыворотку. Так что используйте этот принцип при планировании. При планировании. То есть наша задача уменьшить количество затрат и сделать такую стратегию, чтобы мы как можно быстрее начали использовать. Но перед тем, как вы это все планируете, вам нужно понять, каким образом вы будете использовать. Поэтому здесь очень важны цели. Вот это очень важно. Так, ну что ж. Теперь немножко давайте поговорим о мотивации. Итак, вот что питает мотивацию? Тут ответ очень простой. Вашу мотивацию питает ваш успех. И никак иначе. Никак иначе. Вашу мотивацию питает ваш успех. Если вы добиваетесь успеха, то работает положительная обратная связь, и вы начинаете как более интенсивно работать, вам начинает нравиться, у вас получается. Если у вас, наоборот, процесс буксует, если у вас не получается, если вы встречаетесь с трудностями, то работает отрицательная обратная связь. То есть тем, что неприятно, тем, что не приносит вам результата, вы не занимаетесь. Второй аспект, который очень важный, это фраза «я знаю как». Да? То есть если у вас есть понимание, каким образом вы добиваетесь результата, то у вас возникает чувство покоя, вы не дергаетесь, вы знаете, что результат будет достигнут. И это тоже вашу мотивацию питает, потому что когда все идет линейным образом. Ну вот вы знаете, что, допустим, вы потратили 10 часов усилий, вы на них получили результат. Еще 10 часов усилий, на них будет такой же результат. И даже если вы должны потратить большое количество времени и большое количество усилий, то, тем не менее, понятно, каким образом все будет дело развиваться. Теперь я расскажу вам такую штуку про мотивацию, очень простую и связанную с физиологией. И теперь вы поймете, почему у нас вот эта дробь важна. Значит, коллеги, у нас мозг формировался в процессе эволюции очень интересным образом. Как бы он, в принципе, заточен на быстрое решение задач. Он так вот спит и не любит работать. Поскольку он таким образом формировался, ну, чтобы там как-то решать быстро какие-то задачи, он не любит ничего делать. И в него эволюционно встроен такой механизм. Если вы делаете некую деятельность, которая с точки зрения мозга обладает высокой эффективностью с точки зрения, то мозг ее поощряет, он выделяет эндорфины. И я расскажу вам такой пример. Есть такая деятельность кладоискательство любительское. Ну вот представьте, люди едут куда-то там в немыслимые какие-то дали, ну, может быть, как-то немыслимые, но достаточно далеко, на джипе, который стоит очень дорого. Прокалывают колесо, которое стоит там 2000 евро. Грязные, как бы перемазанные в грязи. Они используют очень дорогие вот эти приборы для того, чтобы для детекции металлов в земле. Значит, находят 2 серебряных монеты. Счастье безумное, просто безумное. Вы нашли 2 серебряные монеты, которые потеряли когда-то там купцы, допустим, там в 15 веке, ну, потому что были караванные пути.
Это вообще восторг, просто восторг. Почему это так? Вопрос. Вот причина это очень проста. С точки зрения мозга нету связи между джипом, поломанным колесом, затратами на металлодетектор и так далее. Для мозга есть такая связь. Не было монетки, и возникла серебряная монета. Просто колоссальная эффективность. Из ничего вы нашли на дороге серебряную монету. Огромная эффективность. Поэтому, чем у вас будет более эффективная методика занятий, чем быстрее вы будете получать результат, тем больше у вас будет положительная обратная связь, и тем вам проще будет этим заниматься. Вот это все нужно для того, чтобы питать мотивацию. Коллеги, вот то, что я рассказываю, как-то ну, скажем так, близко вам, или оно совсем непонятно, или оно как бы немножко лежит в другом ключе, перпендикулярно вашему опыту. Давайте дадите мне какую-то обратную связь, чтобы я понимал, насколько это все заходит, что называется. Сейчас такое модное словечко есть. То есть вот это на самом деле очень важно до всяких методик. Ну вот я вижу, что позитивный ответ у нас вполне понятно и так далее. До всяких методик. Перед тем, как вы берете учебник, перед тем, как вы там какие-то грамматические правила учите, вообще перед всем. То есть вам нужно создать то топливо, на котором будет все катиться. И типичная ситуация у людей, она такая. У вас есть быстрый старт, неделю вы прозанимались, потом бах, все. Потом идет такой провал и идет завершение всего. Почему? Потому что вы не видите, ну, как бы тех результатов, которые можно предъявить вашему мозгу, да, куда же вы потратили энергию. И вот этот физиологический механизм, он очень хорошо работает. То есть если вы не будете вот в такие игры с собой играть, то ваш организм просто вам не даст санкцию на трату энергии. И все. Ну, то есть какое-то время можно его насиловать, да, в какое-то время можно его заставлять на воле, там, такой насильный. Но по большому счету это не очень эффективно. Теперь. Теперь по поводу постановки целей. По поводу постановки целей нам очень важно опять-таки идти в ключе того, что мы имеем вот в наших соотношениях. Число часов затрат, число часов использования. То есть наша задача сделать программу таким образом, чтобы максимально быстро получить результат, максимально эффективно и максимально без затраты. Поэтому, когда вы ставите цели для изучения языка, нужно делать следующее. Нужно ставить их максимально конкретно по 4 позициям. Что буду читать, что буду слушать, с кем буду говорить, что и кому буду писать. Поскольку у вас 4 вот этих блока, они достаточно независимы, то есть чтение ну, как бы не дает вам автоматически говорить слушания и тем более письма, ну и так далее. Да? То есть это достаточно слабо связанные навыки. И тренировать их нужно отдельно. Поэтому первое, что нужно сделать, надо понять приоритеты, которые вы будете использовать в реальной практике. Допустим, если вы никому ничего не будете писать никогда, ну, допустим, на каком-нибудь, ну, на арабском языке, к примеру, да, то, ну, как бы тренировать навык письма там каких-нибудь, ну, не в смысле письма букв, а, допустим, какие-то письма писать, сочинения, наверное, не очень эффективно. Если вы не собираетесь ни с кем говорить, и вас интересует только чтение, вот только чтение, на самом деле, ну, вам документы надо читать, то вы можете сфокусироваться только на этом, и все. Если вы собираетесь, к примеру, ехать в страну какую-то, которая, ну, где говорят на изучаемом языке, то вы можете четко сфокусироваться, ну, даже не изучать, в конце концов, письменность. Можете сфокусироваться на базовых там навыках понимания речи на слух и какого-то минимального навыка говорения. Но вот это вы должны прописать до того, как вы садитесь, условно говоря, заниматься. Я рекомендую вам делать следующую штуку. Я вот слайд не рисовал, к сожалению, я что-то планировал, что у нас не будет времени. Значит, вы можете взять листок бумаги
и расчертить его вот таким образом, ну, такой крестик сделать. Такой крестик будет у вас каждое направление, то есть раз, два, три, четыре, у вас будет отвечать за какой-то навык, например, чтение, слушание, говорение, письмо. И дальше попробуйте универсально в каких-то таких условных баллах, да, разрисовать вот такую картиночку. То есть у вас будет как роза ветров такая. И посмотреть, допустим, вы читать на, ну, к примеру, возьмем какой-нибудь язык, не знаю, там хинди, да, собираетесь читать книги на нем? Если да, то какие? Дальше нужно ответить на конкретный вопрос. Какие книги? Если вы не понимаете, значит, вам нужно конкретизировать эту тему. Просто вы идете на какие-то ресурсы, ищете, ну, допустим, есть такие книги, вы хотите их почитать, допустим, как какая-то литература по йоге, допустим, ну, пример, или художественная литература, почему нет? Далее, будете вы что-то слушать? Но если для вас актуально хинди на уровне там разговорной речи, вы собираетесь в Индию ехать, то вы, допустим, можете там указать, что я буду слушать речь собеседника, да, на уровне там, например, чтобы мне было понятно, как заказать пиццу, да, и как заказать там в ресторане что-то, еду, снять комнату. Это один вариант. Если вы хотите слушать радиопрограмму, это будет другой вариант. Ну, условно говоря, это будет, первый будет у нас единица, второй пятерка. Вот вы таким образом можете ранжировать. Опять-таки, если вы с кем-то хотите коммуницировать, то нужно объяснить с кем и в каком варианте, на какие темы. Как только вы пропишете вот это на бумаге, то есть я рекомендую при каждой работе с новым языком или даже по тем языкам, которые вы уже изучаете, эту работу проделать. Просто вы это берете, пишите на бумаге ответы максимально конкретные на эти вопросы, максимально конкретные. И рисуете вот такую вот розу ветров, которую, ну, примерно я вам объяснил. То есть нужно расчертить 4, это координатную плоскость, да, и по каждой координате нарисовать такую вот розу ветров, да. А тогда у вас будет понятно, к чему вы можете стремиться. И также по этим координатам можно рассчитать розу ветров, ну, условно говоря, ваши навыки по чтению, слушанию, говорению и письму, которые вы имеете сейчас. И тогда вы можете посмотреть, вот к чему нужно стремиться. Графическое представление вот этих вещей, оно очень эффективно на самом деле. Потратьте буквально полчаса, но максимально конкретно пишите вот эти ответы. Максимально конкретно. Максимально конкретно. То есть вплоть до того, что вам найдите конкретные книги. Найдите конкретные книги. Найдите, допустим, конкретные подкасты. Найдите, ну не знаю, там, если это у вас связано с говорением, ну, примерно представьте, с какими людьми вы будете говорить. Если там с таксистами, это одна история. Если это будут профессора университета, это будет другая история. Темы будут у вас другие. Так, коллеги, вот по целям как бы понятно, это вещи простые на самом деле, но они очень эффективны. Я вот вам просто даю эти рекомендации, потому что они работают. Я занимался очень много консультированием, ну, в области такого, скажем так, коучинга на тему языков. И основная проблема, что люди, в общем, не знают, зачем это все нужно. Зачем это все нужно. Но если вы не знаете, то вы не можете путь спланировать. Вот это очень важно. Зачем я все это рассказываю? Ну, такие какие-то простые вещи, которые, может быть, ну, не знаю, не очень так, как бы косвенно связаны. Да, это не изучают в школе, не изучают где-то в вузе. Но это очень важно, потому что это будет вас вести и направлять в процессе тех занятий, которые вы будете проводить. Потому что и еще один очень важный момент. В изучении языка нужно вернуть точку ответственности себе. Вот это такой как бы аспект, который немножко, ну, может быть, не до конца понимается. Всегда люди изучают язык как бы с точки зрения как бы принуждения. Ну, не в смысле принуждения, а какой-то внешней силы, которая организует ваше пространство. Допустим, вы идете в школу, в первую очередь, и вас там учат английскому, там, немецкому и французскому. Ну, каким-то другим, может, другим языкам. Сейчас китайский преподают в школах. Но не вы отвечаете за эти занятия. За эти занятия отвечает кто-то, да? И дальше получается, что после того, как вы прошли в школе и там, прошли курс языка в вузе, у вас никакого паттерна самостоятельной деятельности на эту тему не образовалось. Поэтому большинство людей просто не знают, что делать-то вообще. И
Дальше получается какая штука. Единственное, что люди делают, это начинают копировать школьную методику, применяя ее для индивидуальных занятий. Но это неэффективно от слова никак. Поскольку, когда в школе, во-первых, нет задачи у вас обучить языку, задача есть заполнить учебные часы, это, наверное, понятно. Ну, какие-то, может, есть удивительные прецеденты, но, как правило, это другая тема. И также в ВУЗе. Ни у кого нет задачи обучить вас языку. Ну, зачем вам это надо кому? Показатели ВУЗа на это не влияют. Ваша задача, чтобы все сдали экзамен и забыли. И поэтому технология, которая используется, она просто на это не заточена. Если мы посмотрим, каким образом изучает язык, там, где нужно достичь результата. Ну вот, например, есть методики подготовки синхронистов. И вы понимаете, что синхрониста нужно обучить. Его нельзя учить так, как в ВУЗе. Его нельзя учить вот такими методиками, как, как бы изучать английский в непрофильном ВУЗе. Почему? Потому что он должен показывать результат. То есть его цель обучения, что он в кабине должен сидеть с наушником. Поэтому используется другая технология. И там много есть техник, много методов, которые совершенно не используются, допустим, в традиционном образовании, но они отлично работают. Вот как бы это такая ремарка, что ли, такая ремарка. Так, давайте будем двигаться дальше. Итак, вот теперь мы переходим к слову input. Итак, еще одна история по поводу системы традиционного образования. Ну, традиционного в смысле, которая используется во всех странах мира, это школьная система. Значит, коллеги, для языка очень важен input. Input – это все, что вы читаете, и все, что вы слушаете, и понимаете. И понимаете. То есть это то, что все входит на вход в ваше восприятие. Но при этом это понимаемое нечто. Понимаемое. И дальше вопрос изучения языка, он очень сильно завязан, особенно на высоком уровне, на объем вот этого инпута. То есть это то, что показано исследованием, практикой полиглотов, технологиями, которые применяют при обучении дипкорпуса, синхронистов и так далее. То есть это вот любой человек, который учил самостоятельно и добился какого-то результата в языке, вам скажет очень простую вещь, что вам нужно много читать и много слушать. Обратите внимание, это популярен тому, как работают на курсах, в школе, в вузах и так далее. Потому что происходит на курсах и почему неэффективные методы, те, которые используются. Что делают на уроке? 5 минут мы читаем, 5 минут проверяем задание, 10 минут мы говорим, 5 минут мы слушаем видеоролик, 15 минут мы повторяем слова, 10 минут мы делаем какое-то упражнение по грамматике и так далее, и так далее. Все разрезано на маленькие сегменты. В результате у вас нету концентрации на одном типе деятельности. Значит, ассимиляция языка происходит в большей части неосознанно. То есть язык – это комплекс навыков, которые в подсознании сохраняются. Это неосознанный навык. То есть вы, когда генерируете предложения на русском языке, вы не задумываетесь о грамматике и так далее, вот этих всех вещах. Для того, чтобы у вас инсталлировались навыки, которые нужны поставить в подсознание, вам нужно, натренировать нейронную сеть, по большому счету. Это очень похоже, потому что эти технологии взяты из этих механизмов. То есть смотрите, что это такое. Вам как обучать нейронную сеть? Дает миллион фотографий кошек, миллион фотографий собак. И под каждым написано, что это кошка, это собака. После этого сеть у вас различает, что вот это кошка, а это собака. Если вы дадите фотографию какую-то, допустим, кошки, она говорит, что это кошка. С точки зрения тренировки языка, наш мозг работает по такой же структуре. Допустим, чтобы понимать речь, вам нужно наслушать определенным образом большое количество материала, аудиоматериала. Большое. Чтобы научиться читать быстро, свободно, бегло и так далее, вам нужно
начитать большой объем информации. Для английского языка это один Гарри Поттер, я вам скажу даже. Можете пойти в книжный магазин с линейкой и посмотреть, где стоят книжки Роулинг. Их, по-моему, там 7. Ну, такие вот про Гарри Поттера. Надо выставить их все в последовательности на одной полке и померить. Вот ровно один Гарри Поттер нужен, чтобы, ну, примерно начать читать нормально по-английски. Вы можете, это, в принципе, работает на другие языки. Если вы меньше прочитаете, не взлетает. То есть вот большой объем, и причем большой объем массированно, то есть не разделенный на, ну, условно говоря, вот когда вам нужно заставить, допустим, мозги воспринимать, вот на понимание на слух это отлично работает. То есть у вас, вы не понимаете, потом, после того, как, ну, как бы, когда вы работаете достаточно длительный период, происходит перещелк. Перещелк заключается в том, что ваш мозг перестает уставать. Например, когда вы слушаете двухчасовой вебинар на русском языке вот сейчас, не думаю, что у вас возникает какая-то сложность восприятия вот такого длительности речевого потока. Но если вы слушаете вебинар такой же на новом языке, допустим, там на французском, на английском, и вы до этого не работали над пониманием речи, то у вас через минут через 15, а может быть и раньше, возникнет просто обрубание понимания. Даже если вы, в принципе, все понимаете, там, ну, более-менее, да, возникнет обрубание понимания, потому что мозг просто будет перегружен. Ну, перегружен, он не привык. Но если вы будете работать над пониманием на слух, то через определенное количество времени у вас возникнет перещелк. Вот он действительно так возникает, таким перещелком. И у вас уйдет вот этот эффект уставания. И вы будете слушать это, ну, примерно с таким же образом, как вы слушаете речь на русском языке. И для всех языков это работает. То есть это навыки, которые научиться так, как мы учимся, например, считать в столбик, да, умножать в столбик, или делить в столбик, или делить. Так, коллеги, вот это понятна вообще идея, или как-то нужно что-то еще здесь рассказать? Так. Так, что тут у нас? Обрывается через... Так, пишут в чате. Обрывается минут через 45-50, и как перейти этот предел, пока никак. Вот, видите, значит, я попадаю. Спасибо, интересно. Так, понятно. Вот, да, как перейти этот предел, тут на самом деле достаточно просто. Вам нужно много слушать и слушать определенным образом. Есть просто технологии. В принципе, давайте сейчас буквально 2 минуты. Если в 2 словах это рассказывать, техника очень проста. Она заключается в том, что вам нужно слушать понимаемую речь. Понимаемую речь. Понимаемую речь. Ну, или там не речь, а там какой-то подкаст и так далее. То, что вы понимаете. То есть надо работать с тем, что уже вы проработали. И давайте я немножко теперь, как это обеспечить, собственно говоря. Вот обеспечивается это через работу с лексикой, конечно же. Потому что понимаемый input – это прежде всего текст и речевой поток, аудиопоток, в котором вы понимаете слова. Вы понимаете слова. Потому что грамматические правила, они на самом деле, ну, их гораздо меньше, чем слов, это же понятно. Ну, так, грамматических правил условно 500, там, ну, так условно как-то обозначим. Допустим, их 500 примерно. На самом деле поменьше. А вот слов у нас много-много-много тысяч. И давайте теперь немножко поговорим о словарном запасе. И я переведу как бы к работе с словарным запасом. Вот здесь такие пороги, представлены разными цветами, о которых вы, наверное, слышали. А первый порог – это 300 слов. Это вообще минимальный какой-то уровень, когда вы что-то понимаете в языке, готовы как-то говорить и так далее. То есть это уровень выживания, что называется. Следующий порог – это 2500 примерно
2500 слов– это тот результат, который имеет человек, ну, допустим, занимавшийся английским в школе и в вузе. И там вопрос в чате, сейчас я на него отвечу. Это примерно такой порог. Это значит, что вы в принципе что-то понимаете учебные тексты, но реальный язык вы не понимаете. Ну, как-то вообще все очень сложно. Следующий, 5000 – это когда вы можете, в принципе, говорить на любые темы. И, в общем-то, понимаете, если вы оттренировали постановку на слух, речи, как бы понимание, то понимаете практически, ну, более-менее хорошо. В том числе там аудиопрограммы, какие-то радиопрограммы и так далее, может. Потому что используется примерно такое количество. Это замеры реальные по английскому языку, но в принципе их можно использовать и для другого языка. Это данные исследований Paul Nation, ну, примерно вот эти цифры. Поэтому, на самом деле, на статистике выясню, допустим, вот такой уровень, средний 5000 слов у преподавателей иностранного языка в Корее, английского. Вот, очень интересно. Дальше 9000 слов, с этого уровня начинается чтение. То есть, например, чтение художественной литературы. То есть, если у вас 9000 слов, примерно, словарный запас, вы можете читать книги. И, наконец, самая последняя цифра, 20 тысяч слов. Это уровень примерно носителя языка. Да, естественно, здесь используется счет на языковые гнезда. То есть, ну, допустим, мы не учитываем там словоформы, выборка условная. Так, вопрос в чате. Как это обеспечить для редких языков? Если взять тибетский, то вряд ли можно легко найти много литературы и подкастов. Значит, коллеги, на самом деле тут штука какая? Во-первых, не надо искать много разных подкастов. Это раз. Вам нужно, когда я говорил понимаемый input, он как раз и подразумевает, что вы как бы можете это слушать одно и то же по большому счету. Но важно, чтобы вы это понимали. Вот весь вопрос. Потому что если вы слушаете, то здесь объем какой-то объективный не очень важен. То есть у вас может быть не очень много подкастов, но вы должны их проработать таким образом, чтобы вы их понимали полностью, стопроцентно. И именно на это ориентированы технологии постановки речи. Ну, не постановки речи, а постановки понимания на слух. То есть по тибетскому, пожалуйста, есть книжка, известна, 300 фраз. Да, вы можете написать на mail администрации школы и узнать, как ее купить. Что касается литературы на тибетском, то литературы на тибетском просто колоссальное количество. Но тут я с вами не согласен, любой. И она доступна, и как бы есть ридеры, которые, ну, как бы изданы. Поэтому с литературой-то как раз нет проблем. Поэтому для редких языков есть действительно редкие языки, для которых сложно. И с тибетским, конечно, есть проблема, мы поговорим об этом. Сейчас перейдем, как бы, когда в последнюю часть. Так, ну пока пишут вопросы, Коллеги, давайте мы сейчас перейдем к вопросам. Если у вас есть какие-то темы, которые мы будем обсуждать, давайте будем обсуждать их. Я так немножко в пулеметном режиме. Давайте мы поговорим о мнемотехнике, потому что это очень важно. Значит, что такое мнемотехника? Мнемотехника – это… Давайте не так даже. Вот первый пункт. Наше сознание человека как Homo sapiens, да, вида биологического, устроено очень интересно. Ни один человек не может запомнить 30 цифр, как предъявленных последовательно. Ну, просто аппаратная структура другая. Невозможно. Это сделать технически невозможно, мозг так не работает. Или там последовательно набор букв абстрактный, или набор каких-нибудь символов. Но, видимо, то ли в компенсацию, то ли как-то еще. Наше сознание имеет такую особенность. Мы можем держать в памяти неограниченное количество образов визуальных. Неограниченное. То
То есть никто еще не достиг какого-то предела, чтобы там, ну, сказали, вот переполнение какое-то. Вообще есть много теорий на эту тему, ни одна из них не подтверждена точно. Есть теория, которая говорит о том, что записывает весь поток абсолютно. Ну или как-то не мозг, или какие-то еще механизмы. Но все, что мы запоминаем, все, что мы видим, мы запоминаем в том или ином виде. Поэтому абсолютно точно причем. Есть люди, у которых есть, ну, определенные особенности памяти, врожденные. Такая вот идентическая память. Ну, человек, допустим, может вспомнить полностью страницу текста, да. Такие люди есть, они достаточно, ну, их очень мало, но действительно подтвержденные случаи. И вот на этой особенности, на том, что у нас сознание может хранить неограниченное количество образов в памяти, основа внимания. Изначально это было придумано римскими и греческими ораторами, чтобы не читать речи по бумажке. То есть в Римском Сенате было совершенно нормально читать многочасовые речи, излагать их, но как не пользовался конспектом, это было как-то не очень как бы распространено и считалось, ну, таким постыдным. Поэтому придумали такой метод, как запоминать длинные речи. И этот метод до сих пор называется метод Цицерона. Метод Цицерона. Ну, понятно, скорее всего, придумал его не Цицерон, но он известен тем, что он его описал, и он его использовал. А метод это очень, очень простой. Давайте мы можем с вами прямо сейчас попробовать такую штуку. Ну, чтобы вы поняли, что это такое. Представьте сейчас, каждый представьте какую-то дорогу или путь. Ну, допустим, вы идете, условно говоря, из дома на работу, да, или едете там из дома на работу, или из дома там в какое-нибудь то место, где вы учитесь, или там даже, не знаю, в супермаркет какой-нибудь, вот куда угодно, вот какую-то дорогу. На дороге выделите какие-то вот сегменты. Ну, например, я живу в Москве, и я очень хорошо знаю, как дойти от Сокольников до Красной площади. Это просто я ходил много раз, неоднократно, и на машине ездил, и, в общем, знаю. И там есть такие вешки, как бы, да. Вот, допустим, если мы идем от Сокольников до Красной площади, мы там попадаем, там, допустим, сначала на площадь Трех вокзалов, потом идет проспект Сахарова, потом идет, значит, улица Мясницкая, потом, значит, Чистые пруды, улица Мясницкая дальше, потом Лубянка, Никольская и так далее. Вот такой путь я очень хорошо могу представить. На этом пути вы можете вспомнить какие-то объекты. Например, в Сокольниках стоит очень большой дом характерный, потом на Трех вокзалах 3 вокзала, потом там, не знаю, на Чистых прудах, что там, там пруды, потом на Мясницкой, допустим, там характерный магазин, где продают чай, такой в китайском стиле, кто был в Москве, знает. Потом на Лубянке там, ну, понятно, что детский мир, например. Улица Никольская, тоже она известна, там такая характерная иллюминация сейчас и так далее. То есть на каждом участке дороги я как бы зафиксировал определенный определенную вешку, определенный объект. И вот теперь смотрите, какая ситуация. Дорогу вы знаете. Как идти вы знаете. Вы ее можете ментально вспомнить, как бы пройти. А теперь как запомнить, допустим, какой-то текст или речь. Как делали это ораторы римские. Все очень просто. Вы представляете темы речи в виде каких-то простых образных конструкций. Например, если это речь идет о войне, там с Карфагеном, да, понятно, то это эту тему будет символизировать меч. Если это дальше вы будете говорить о том, что нужно повысить налоги, конечно же, для того, чтобы вести войну с Карфагеном. И, соответственно, будет мешок с деньгами. Третье, там, ну, например, что нужно собрать, не знаю, там, армию и купить каких-нибудь слонов, да, вот дальше у нас идет слон. Четвертое, там, какой-нибудь вариант, что нужно, вообще-то говоря, нанять корабли еще, и это будет, допустим, лодка или корабль. И вот эти последовательно, вот эти объекты мы размещаем, как бы совмещая эти образы на тех элементах дороги, по которым мы идем.
Ну, допустим, если это был в моем случае, на доме с сокольниками был бы меч какой-то, висел бы огромный на 3 вокзалах, там на площади 3 вокзалов размещался бы огромный мешок с деньгами, на там чистых прудах, там, конечно же, ходил бы слон, а на Лубянке там был бы какой-то стоял огромный корабль. И если вы совместите эти образы и определенным образом их сформируете, это, ну, есть определенные правила, это несложно. Ну, просто сейчас вот я не могу рассказать это все быстро за 5 минут. То я рассказал просто, чтобы идею понять. То тогда, ментально двигаясь по этой дороге, вы будете последовательно вспоминать образы, и, соответственно, вы можете создавать опору для вашей речи. Вот такая технология. Это все придумали римские ораторы. Коллеги, понятная идея вообще это, да? Вот, в принципе, что такое мнемотехника. То есть это письмо, внутреннее письмо, почему называется? Письмо, которым вы пишете как бы образами. То есть вы не пишете на бумаге, а вы пишете внутри сознания с помощью каких-то символов. Поставьте плюсики, если понятно. Ну так я как бы, может быть, можно что-то рассказать еще. И вот теперь, коллеги, смотрите, какая ситуация. Какая связь между этими штуками и языком? Теперь это все красиво, вы можете сказать, что ну прикольно, но мы же не в Римском Сенате, да? Это все понятно, мы не в Римском Сенате, но с помощью этих технологий, эти технологии очень просто адаптируются для того, чтобы запоминать любую информацию абсолютно. Любую информацию. Поэтому часто мнемонисты выступали в цирке, например, запоминая какие-то числа. Там типа показывают длинный такой свиток с, допустим, 50 цифр. Он на него смотрит несколько секунд, и потом выдает его последовательно, абсолютно точно. В этом нет никакого чуда, никакой тайны, это все элементарно делается. Для этого делается таким образом. Каждое число, как правило, двухзначное, для него выучивают определенный образный код. И вот этот образный код для каждого числа вы просто знаете, и все. То есть нужно выучить 99 кодов, а если там кто-то выступает, выучивают на трехзначные числа, это еще быстрее. И потом у мнемониста есть уже подготовленная система образов, вот эта дорога, ну как бы такая, да, допустим, ну она может быть в разной форме. И единственное, что нужно сделать, это быстро раскидать образы на эту дорогу. Все. Для этого достаточно буквально несколько там, ну, при хорошем навыке, а люди, которые там показывают рекорды, они все время тренируются. Просто вы раскидываете образы по этой дороге, и дальше ничего сложного нет. Вы обратно считываете образы и получаете вот это гигантское число. Ну, а публика аплодирует и платит вам деньги. Вот такая штука. Но, как вы понимаете, что такую информацию кодировать можно любую, да, в том числе и, конечно же, лексику. Но тут возникают такие очень интересные аспекты, что, ну, как бы просто для того, чтобы использовать это в языках, нужно докрутить как бы технологию, как бы для того, чтобы она была погружена в определенную среду. То есть от того, что вы просто запомните там, допустим, какими-то очень примитивными методами мнемотехники 1000 слов, результата не будет. Нужно понимать, как это делать, как это поддерживать, как это интегрировать потом в свои занятия и так далее. То есть это достаточно сложная штука. И вот именно в этом аспекте кроется то, что, как бы такой фактор, что иногда эти методы недооценивают. Например, я знаю форум такой, посвященный изучению английского языка. И я там с ужасом читал такую тему по мнемотехнике. Там было 150 страниц. Вот это вообще кошмар. И там на этих, там, не знаю, может быть поменьше, конечно. Ну, большое очень количество. Там в этой ветке спорили люди, которые, ну, не изучали мнемотехнику, с теми, которые не применяли мнемотехнику. И вот они как бы объясняли друг другу, как это все неэффективно. Но неэффективно это, если вы не можете использовать, не применяете технологию. Ну, так не можете погрузить технологию как бы допилить ее до тех целей, которые нам нужны, да именно для языков.
Вот я занимаюсь этим уже много лет, я использую мнемотехнику на многих языках, и, конечно же, там есть, ну, есть трудности определенные, потому что тут важно не только сделать технологию занятий, но еще адаптировать ее под конкретные языки. Вот в этом есть определенные трудности, потому что под-тибетский будет не так, как под-английский, а под-китайский, как вы понимаете, наверное, не так, как под-тибетский и под-английский, а под-арабский будет еще одним образом. С санскритом там будут третьи еще проблемы, ну и так далее. То есть каждый тип языковой семьи, как правило, нужно под него делать какие-то приемы мнемотехнические. Вот, и, собственно говоря, вот там написано на слайде у нас маленький слоган. Вот чем хороша мнемотехника? Возможности мнемотехники стартуют от того уровня, где кончается зубрежка. Мне прислали вопрос такой, я его сейчас не буду выводить, ну, потому что он у меня там на почте. Смысл вопроса был такой, как в течение длительного времени по 20 слов запоминать в день, или там по 30, и не уставать. Так вот, коллеги, 20 слов примерно, ну 30 может быть, это предел, который вы можете с помощью зубрежки выучить. Мнемотехника начинается примерно от числа 50. От числа 50. И понятно, ну другое дело, что, допустим, как держать такой уровень на длительном периоде, это отдельная история. То есть с помощью мнемотехники вы можете закачать быстро большой объем, то есть который вообще в принципе невозможно закачать зубрежкой. То есть, допустим, несколько сотен за раз. Ну вот могу по своему опыту, то, что там есть несколько методик разных. Когда у меня был такой период, у меня был такой блок в памяти из 3500 слов, ну, на разных языках. И вот этот блок в памяти я мог просто воспроизвести с любого места в прямой и обратной последовательности. Ну вот как бы такой пример, например. Или у меня был такой прецедент, ну 600 слов за день, да, я запоминал как бы на карточках с помощью мнемотехники. Ну, в принципе, на самом деле, вы понимаете, что эти объемы, тут вопрос даже не в том, что нужно 600 слов запоминать там, или 1000 слов за день. Это не нужно, потому что есть проблема поддержки потом этого всего. Основная задача мнемотехники – дать вам такую основу, когда вы откажетесь от зубрежки, потому что зубрить слова мучительно, реально. Я уже давно этим не занимаюсь, уже очень-очень давно. Но я помню, как я это делал. То есть у вас постоянно вот эти проблемы. Если вы осваиваете мнемотехнику и ее использование для иностранных языков, то у вас эта тема в принципе исчезает. То есть на самом деле мучение проходит, вот просто на 100%. А тот объем, который вы будете осваивать, он уже зависит чисто от вас. И как бы хотите, будете большие объемы делать, хотите, будете понемножку. Но просто другой механизм работает в принципе. Вот это самое основное. Так, если у вас есть вопросы, вы задавайте. Я буду немножко сейчас дальше двигаться, потому что мы сильно как-то время уходит. И как его правильно осваивать? Ну что ж, просто. Вы, наверное, поняли сейчас. Собственно, для того, чтобы правильно освоить мнемотехнику, нужно, конечно, ее невозможно освоить за 5 минут и за какой-то даже 2 часа. На это требуется некоторое время. Поэтому вот в школе Тибет-класс у нас будет курс, который ориентирован именно на это. Он называется «Мнемотехника в изучении иностранных языков» или «100 слов в час». Ну, 100 слов в час – это такой как бы слоган, да? Как это у нас устроено будет? Мы изучим навык действительно работы с лексикой, и вы сможете действительно 100 слов в час, а где-то больше. Ну, это 100 слов в час, такое усредненное количество, потому что для разных языков там разные. Есть восточные языки, будет немножко поменьше. Вы сможете действительно этот навык поставить, вы поймете, как на практике как это работает. Мы с вами запомним довольно большое количество слов вместе, это практика будет. Потом мы изучим, как применяется мнемотехника для того, чтобы учить грамматические правила, модельные предложения, целые тексты, какие-то системы предложений. В общем, любой материал языковой, который нужен. И также мы полностью погрузим это
в тот язык, который вы изучаете. То есть я для каждого языка, который у нас будет на курсе, буду давать отдельные рекомендации. Потому что иначе это не работает, к сожалению. Нужно для каждого языка немножко корректировать методику. И после этого вы, скажем так, будете владеть этими методами, и они останутся у вас на всю жизнь. Вы их не забудете никаким образом. Вы будете просто использовать их для всех тех языков, которые вы будете дальше учить. Вот и все. Вот такая очень простая задача. Будет это таким способом. У нас будут 4 занятия по субботам. Так, вот у нас, по-моему, будет не в 12, а в 15. Но это мы поменяем. Коллеги, по субботам все-таки будет в 15:00. Тут я немножко презентацию, у меня старый вариант. И 29 числа начинается, у нас будет 29-го 7-го занятия, потом у нас будет перерыв, который ориентирован на то, что будете работать много самостоятельно, и потом еще 2 занятия. Будет также чат в Telegram и самостоятельная работа по заданиям, конечно же. То есть, поскольку, коллеги, мнемотехника – это практика, и, соответственно, там нужно будет работать практически. Поэтому одно дело я вам буду объяснять, как это все устроено, какие задачи нужно решать, как это все мы будем делать. Но, конечно же, все зависит от того, насколько вы много и насколько вы будете интенсивно работать самостоятельно. Вот это, я считаю, уникальный курс, потому что курсов по мнемотехнике много, я честно вам скажу. Это не какое-то там удивительное предложение. И более того, и по технологии, допустим, запоминания слов тоже есть курсы. Это тоже. Но все эти курсы ведут, как правило, люди, которые имеют очень ограниченный опыт использования мнемотехники в разных языках. Вот я гарантирую вам поддержку на любой язык, который вы будете изучать. Ну, естественно, по многим языкам я могу хорошую содержательную поддержку дать вам. Ну, по каким-то редким, мы будем разбираться. Но, тем не менее, мы будем допиливать это все для того языка, который вы изучаете, не просто абстрактно. То есть, потому что, вы можете пойти в школу мнемотехники, и там вас будут изучать, например, учить запоминать числа. Вот запоминание чисел, если вы не хотите выступать в цирке, сейчас вообще смысла нет в этом. Просто раньше телефон надо было запоминать, сейчас вообще зачем. Так, вопрос в чате. Будет ли повторять этот курс позже? Так, что касается повторения курса, сейчас я расскажу. У нас будет следующая история. У нас будет записи по этому курсу, то есть, в принципе, вы можете этот курс потом приобрести в записи. И, может быть, будет повторение очного такого, онлайн варианта, но я не знаю, как и когда, посмотрим, в зависимости от разных аспектов и как это пойдет. То есть, в принципе, пока я не могу ответить на этот вопрос, будет ли перезапуск этого курса. Мы еще один не запустили, да? Вот когда мы запустим, и закончим, тогда я смогу сказать, будет ли перезапуск. Вот. Но это еще не все. Это еще не все. Для тех, кто изучает английский, есть дополнительное предложение. Дело в том, что вот эти методики работы с лексикой, мнемотехники, я на основе их сделал дистантный курс. Это полностью готовый такой курс для самостоятельной работы, естественно, при поддержке преподавателя. И этот курс ориентирован на английский язык. На английский язык. Вот тут очень важный аспект. Он именно ориентирован уже содержательно. То есть там не просто, там есть кусочек мнемотехники, очень локальный. Такой мы на онлайн будем больше изучать, больше методик. А здесь он ориентирован на английский язык. К нему создано очень большое количество материалов, и они поддерживают ваш путь к свободному чтению. То есть это путь к свободному чтению. Если вы хотите свободно читать книги на английском языке, свободно перед сном, если вы хотите слушать радио BBC, вот это для вас. Этот курс, который позволяет в короткие сроки решить эти 2 задачи. В короткие сроки. Так, сейчас давайте отвечу на чат. Можно ли этот курс в дальнейшем дать ребенку? Значит,
Коллеги, вопрос про детей. Смотрите, у нас занятие ориентировано на взрослых, поэтому если вы все-таки, ну, как бы, вот, если вы хотите с ребенком потом заниматься, вы сможете ему, конечно, это все объяснить, да. Но, ну, какую-то игровую форму там дать, может быть, если это маленький, какой ребенок, непонятно, что такое ребенок. Вот. Но курс у нас, конечно, на взрослых ориентирован. Ну, как-то так. И если вы потом захотите заниматься, конечно, да, потому что техники вы освоите, техники вы освоите. Так, сейчас еще отвечу. От 5 лет. Понимаете, от 5 лет тут есть... Давайте так, я бы рекомендовал, вы в игровой форме можете какие-то давать, может быть, аспекты мнемотехники, может быть. Но лучше, конечно, заниматься с детьми, которые уже, ну, в таком более возрасте близком к самостоятельности. Я, к сожалению, вот про детей как-то не очень. Но если вы освоите эти техники, вы можете потихоньку в виде каких-то игровых моментов, и, конечно же, учить своего ребенка вот этому подходу. Так, еще вопрос тут. Английский специализированный вопрос. Можно ли освоить чтение в области медицины? Значит, английский у нас не специализированный, конечно, он не для медицины, но смотрите, во-первых, у нас идет работа, я немножко расскажу, как устроен курс. В том числе, в числе всего прочего, мы там читаем тексты. Мы там читаем текст, там специально выбранные фрагменты по определенной технологии чтения. Это фрагменты реальной литературы. И один фрагмент, довольно большой на самом деле, фрагмент там почти главки такие, это художественный текст, а второй текст – это текст non-fiction. И, ну, как бы это близко к такой специализированной литературе. Но если вы освоите, все равно нужно общую лексику осваивать. Вы легко сможете набрать словарный запас и как бы освоить чтение литературы в области медицины по этим же методикам. Потому что там курс, ну, как бы там он многостадийный такой. Там есть работа по постановке целей, по работе с ресурсами, по работе с лексикой. То есть он немножко шире, чем тот курс по мнемотехнике, который у нас будет онлайн. Вот, я немножко, давайте сейчас мы целимся. Да. Какие у нас цели на этом курсе? Это проработка лексики, чтение и понимание на слух. Вот эти три аспекта мы полностью закрываем для английского языка. Значит, единственный есть нюанс. Если вы хотите еще по этому заниматься курсу, входной порог там минимум должен быть А2. То есть предполагается, что вы грамматику знаете, То есть грамматикой мы не занимаемся на курсе. Так, вопрос в чате. Мне говорили, что тибетский годами учить нужно. Что можете подсказать, что мне нужен объем, чтобы путешествовать, свободно общаться с ламами? Но что я могу вам подсказать? Вам надо... Мнемотехник поможет работать с объемом слов, с объемом лексики. То есть тут вопрос, что, понимаете, годами вопрос в интенсивности. Если вы будете тратить много времени и много усилий на язык, то вы достигнете быстрого результата. Ну и по правильной методике. Что касается мнемотехники, мнемотехника в этом сильно поможет. А если вы будете заниматься один раз в неделю, то тогда вы будете годами учить. Про тибетский я сейчас еще поговорю. У нас сейчас будет еще другой кусочек, как раз мы к нему приходим. Итак, ну вот про английский я еще расскажу. Два слова. Вот такие параметры курса. 18 уроков, 312 страниц, 7 часов аудио и видео. Это аудио, которое я рассказываю техники, технологии, методики и так далее. И специально для этого курса выбрано 1500 словосочетаний, 1000 предложений. Это очень большой объем, это все выборка из оригинальной, это не искусственное предложение, это предложение для того, чтобы поддерживать по технологии мнемотехники чтение. На самом деле этот курс, как бы если вы гений, можете вы пройти его за примерно 1,5 месяца, а если вы не гений, то, наверное, месяца за 3. По крайней мере, статистика показывает такие объемы. Так, ну что ж, давайте мы закончим.
Итак, значит, у нас ситуация такая. Если вы хотите пойти, у нас вот такой ценник. Мнемотехника онлайн у нас стоит 4000 рублей, курс по английскому дистантный, это значит, что вы можете заниматься хоть завтра, он стоит 9000 рублей. Но, для тех, кто пойдет на 2 курса, за счет того, что у нас как бы немножко содержание дублируется, мы сделали решили дать большую скидку и сделать практически 30% скидку для английского языка. Поэтому если вы хотите пойти на курс по мнемотехнике онлайн и еще хотите купить дистантный курс по английскому, то это будет вот в таком диапазоне. То есть он будет для вас стоить 6000. Но это если вы идете на курс. Соответственно. То есть на самом деле у вас есть... Вот кто-то спрашивал про перезапуск. Значит, коллеги, ну для английского языка, в принципе, вот это доступно хоть завтра, да, потому что большая часть технологий, она изложена в дистантном курсе, но не все. То есть на онлайн-курсе мы будем немножко более развернуто заниматься, и, конечно, мы будем заниматься по другим языкам, потому что на английский там своя специфика. Так, это, по-моему, все. И что я хочу сказать, коллеги, если вы идете на мнемотехнику, то у нас будет чат, и у нас будет там общение в чате, поддержка в чате. И поэтому любые вопросы, которые касаются изучения языков, поиска материалов, грамматики, в общем, любые темы, я буду на них как бы для вас рассказывать, отвечать на ваши вопросы, какие-то комментарии давать и так далее. То есть поддержку буду я обеспечивать не только по мнемотехнике. Так, еще вопрос. Можно сначала купить за 4, потом понять, смогу ли освоить его, а потом докупить еще за 6. Да, можете. Но единственное, что у меня такая просьба, если вы сомневаетесь в уровне английского, то есть если вы, допустим, изучали в ВУЗе английский язык и как-то занимались самостоятельно, вы можете как бы не раздумывая. Но если у вас уровень, по вашему оценке, низкий, то вы просто свяжитесь с администратором школы Тибет-класс. Просто я вам пришлю 1 неделю курса из середины там где-нибудь. Вы посмотрите примерно на тексты по грамматике. И, тогда надо понять. То есть проблема в чем с английским? Мы не изучаем грамматику. Вот и все. То есть это курс, который не работает с грамматикой. Почему? Потому что для работы с грамматикой есть ресурсов, просто предостаточно. Просто вообще любых. А вот для того, чтобы выйти на свободное чтение, курса нет ни одного. Понимаете, Поэтому я решил сделать такой курс. А курс по грамматике вы можете найти бесплатные, и материалы любые есть и так далее. Ну что ж, коллеги, давайте мы перейдем к самой интересной части. Я теперь буду рассказывать о каких-то аспектах по языкам, по конкретным языкам. Значит, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то комментарии и так далее, вы их пишите в чат в процессе нашего объяснения, а я буду пока рассказывать вам о тех языках, которые я подготовил как бы со слайдами. А потом, может, еще по списку пройдем. Итак, конечно, вы понимаете, что школа Тибет-класс, и мы не можем не начать рассказ о конкретных языках с тибетского. Я придумал такую систему рассказа про языки. Я выделил на каждый язык 3 таких вот пункта, каких-то, субъективно на самом деле, потому что они основаны на личном опыте, во-первых. Это может быть не какой-то научный анализ, а просто мои впечатления, мои советы, рекомендации. Итак, что касается тибетского языка. Я отвечу вам сразу на 2 вопроса, которые вы мне должны задать уже в чате. А именно, первый вопрос. Каким образом лучше всего изучать тибетский язык? И по каким пособиям лучше всего его изучать? Поскольку такого вопроса вы не задаете, я на него отвечу сам. Значит, вы уже поняли ответ. Конечно же, изучать тибетский язык лучше всего в школе Тибет-класс.
Вот. А лучшие материалы по изучению тибетского языка – это, конечно, книги Тамары Борисовны Илюхиной. Ну, в этом нет никакой шутки, кстати, и это совершенно нормально. Действительно, лучший материал на русском языке. Это совершенно точно, это вот 100%, а может быть даже и на другие, и как бы вообще лучшие материалы. Поэтому, если вы не купили книжки «Читаем по-тибетски», «300 фраз», книжку про кота, то вы это, ну, конечно. Если вы как бы не знаете, что эти книжки есть, то вам нужно пойти на сайт школы Тибет-класс или написать администратору школы Тибет-класс, что вы хотите ознакомиться с этими материалами. На русском языке еще, я так понимаю, что можно будет это купить, можно их еще приобрести. Я всем рекомендую. Особенно вот что касается аудио, 300 фраз на тибетском, есть книга, она с диском. Она с диском. И эта книга с диском – это просто уникальный вариант курса по разговорному тибетскому. Потому что аудиоматериалов действительно не очень много по разговорному языку, и есть проблемы с этим. А там отличное аудио, которое записано носителями языка. Поэтому такой вопрос, такой вот ответ. И, конечно же, вы можете пойти на курсы «Читаем по-тибетски», ну и на курсы тибетского, и, в общем-то, изучать тибетский язык. Тибетский язык – это язык с таким сложным входом, и поэтому лучше всего начать его, как минимум, изучать с кем-то, с преподавателем. Вот, есть языки с легким входом и сложным входом. Как бы, например, испанский с легким входом, а тибетский это со сложным входом. То есть, сложно начать. И китайский то же самое. Итак, если у вас есть по тибетскому языку вопросы, давайте вы их озвучивайте, потому что, чтобы мы дальше шли. Я знаю, что у нас много людей отменило тибетский как язык изучения, и какие-то, если у вас есть по тибетскому вопросы, давайте пишите тогда сейчас. Значит, 3 пункта у нас. Первое, система письма. Значит, чтобы изучать тибетский, вам надо освоить тибетское письмо. Тибетское письмо обладает некоторой трудностью, и даже есть ученики, которые ломаются именно на этом. Но если вы не освоите систему письма, то, в общем-то, достаточно сложно заниматься тибетским в силу того, что транслитерация тибетского языка имеет очень малое распространение. Вот. Поэтому нужно учить письменность. Следующий пункт – диглоссия. Что такое диглоссия? Тибетский язык имеет такую серьезную. Разговорный язык и письменный, литературный язык очень сильно отличаются. Нельзя сказать, что это, конечно, 2 разных языка, это один язык. Но, тем не менее, отличия очень серьезные. Они не только в лексике, но и в грамматических структурах, что самое неприятное. Поэтому нужно изучать отдельно разговорный и нужно изучать отдельно письменный язык, литературный язык. Начинать лучше всего, конечно, с разговорного языка, потому что он как бы грамматически, в принципе, сложнее. Там есть много аспектов, которые в письменном языке не присутствуют вообще. И если вы будете изучать письменный язык, вы их просто не будете понимать. Третий момент – это диалекты и вообще понимание речи на слух в тибетском. Дело в том, что тибетский язык, он де-факто состоит из системы локальных диалектов, и эти диалекты отличаются весьма серьезно по фонетическим особенностям, по особенностям произношения. Поэтому иногда, как правило, изучаю лхасский диалект, как наиболее такой распространенный, язык столицы. И это создает, конечно, большие проблемы, потому что люди, допустим, могут быть не носителями лхасского диалекта, а какого-то другого. Тибетский без санскрита возможно ли? Вопрос. Значит, отвечаю на этот вопрос. Возможно, потому что никакой связи генетической между санскритом и тибетским нет. Это языки, которые относятся к разным языковым семьям. Тибетский относится к сино-тибетской семье, а санскрит к индоевропейской. Поэтому прямой связи, как именно генетической или языковой связи, нету между тибетским и санскритом.
Есть грамматические концепции, которые были не очень удачно заимствованы в тибетский язык, единственное, что касается санскрита. Ну и, конечно, есть влияние на тибетскую культуру санскрита. Как бы, ну, поскольку тексты переводились с санскрита, ну, вот такая история. Но какой-то связи между ними нет, так что вы сможете без санскрита совершенно спокойно тибетский учить. Он никак вам не поможет, к сожалению. Ну, поможет вам он санскрит только если вы будете читать тексты, переведенные с санскрита, там, когда вы будете понимать. И в понимании буддийской терминологии, конечно же. Вот санскрит вам поможет. И понимании мантр тибетского буддизма. Но к языку как таковому это не имеет отношения. Вот у нас был недавно семинар по буддийским мантрам. Кстати, если кто-то хочет, то записи доступны. Я думаю, что можно приобрести этот курс. Он из 3 занятий состоял. Мы разбирали там мантры тибетского буддизма, которые созданы на санскрите. На санскрите. Но сам язык не связан. Особенно если вы, допустим, будете разговорный изучать язык, то там вообще санскрит. Так, коллеги, ну что? Как у нас? Так, еще вопрос. Скажите, поможет ли мнемотехника лучше запоминать слова, особенно в написании тибетского языка? Да, поможет. И на эту тему, если вы пойдете на курс, будет отдельный как бы тренинг отдельной техники по поводу орфографии тибетской. Это очень сложный аспект. Дело в том, что для тех, кто, может, не учил еще тибетский, в тибетском языке огромное количество амофонов, то есть слов, которые одинаково произносятся, но пишутся совершенно по-разному. И как бы надо все учить, потому что иначе вы не будете понимать письменный текст. Да, мы будем изучать технику, в том числе и с работы с орфографией, с тибетской, конечно же. То есть еще раз говорю, что по каждому языку, который вы будете заниматься, я буду обеспечивать поддержку содержательно. Ну, иначе никак просто. Иначе это смысла не имеет. То есть я считаю, что ну как же, я буду учить вас внимательно тибетском, и не буду вам объяснять, как это все работает на тибетском языке. Так, давайте, если есть вопросы по тибетскому, мы их еще озвучиваем. Ну, давайте перейдем к следующему пункту. Это, конечно, санскрит будет. Во-первых, санскрит много указал людей. А во-вторых, ну, конечно, я не могу просто обойти санскрит, потому что я его преподаю. Давайте расскажу, какие тут есть проблемы. Основная задача наша только, чтобы... Первое, ну, конечно же, письмо Деванагари. Для того, чтобы работать с текстами на санскрите, а санскрит мы изучаем в основном для того, чтобы читать, конечно же, нам нужно освоить Деванагари. Хотя начать можно изучать в транслитерации, ну, как бы в таком варианте. Но если вы хотите глубоко заниматься языком, то, конечно же, Деванагари. Деванагари письмо довольно сложное, но осваиваемое вполне. Следующий момент. Санскрит – это язык с очень сложной морфологией. С очень сложной морфологией, к сожалению. Поэтому грамматика санскрита – это такая долгая и трудная история. Это всем известный факт. Нельзя сказать, что это самый трудный язык грамматически. Тут не очень понятно, по каким критериям оценивать. И вообще, можно ли назвать этот язык самым сложным в мире, допустим. Да? Тут тоже сложно сказать. Но, безусловно, если это не самый сложный язык с точки зрения грамматики, то один из таких топовых языков в этой части. И, конечно, следующий аспект – это многообразие, разнообразие, такая полифония текстов. Полифония текстов. Пишут, у русского тоже сложная морфология. Ну да, сложная морфология. Конечно, у славянских языков сложная морфология у всех. Ну, санскрит в этом смысле бьет эти рекорды, понимаете? Потому что в русском языке и, допустим, в польском, ну, все-таки относительно простая система глагола, а в санскрите она значительно сложнее.
и формирование глагольных форм, ну, как бы. Но я как бы на самом деле сейчас вопрос не в том, что где сложнее. Это очень субъективный аспект такой, как это все мерить. Ну, кто-то, например, говорит, кто-то считает, что венгерский самый сложный язык. Я венгерским занимался, ну, в принципе, он, конечно, сложный и нерегулярный, но там все-таки, там просто другая система немножко грамматическая, агглютинативный язык. Ну, то есть де-факто это сложно. Вот как бы так. Ну и, конечно, много текстов, много стилей, много всяких вариантов. Есть высокая поэзия, есть эпос, есть ригведа, есть тексты по традиционной науке. И каждый тип текста, есть тексты по философии, есть буддийские сутры. Каждый тип текста имеет свои особенности лексики, грамматики и так далее. То есть это огромный нескончаемый поток разных текстов. Потому что литература колоссальная. Так, если вы хотите что-то спросить про санскрит, кто писал его в качестве языка, то вы можете это сделать. Ну, единственное, что я могу сказать вам по поводу санскрита сейчас еще. Курс, он готовый, можете учить хоть завтра санскрит. Он состоит из 36 уроков. Это очень большой курс. Мне, на самом деле, далось большой кровью подготовка его, потому что 11 часов видео было записано. Это не занятие в классе, это отдельно записано видео было для этого курса. И там было 297 предложений. Я даже посчитал. Это предложения специально созданы для изучения грамматических структур. То есть на этом курсе мы изучаем основы санскрита, базу санскрита. И, что самое важное, мы изучаем 10 фрагментов реальных текстов с полным разбором, с полным пониманием. Это та часть, которая в курсах по санскриту, как правило, отсутствует. Научиться этому можно технологии работы с текстом только вот с преподавателем непосредственно, потому что в книжках это не описано, к сожалению. Ну, вот лакуну я пытался как-то заполнить. Курс, в принципе, рассчитан на 3 месяца занятий, если вы гений. И если вы хотите в этом поучаствовать, то, пожалуйста, вы можете это сделать в любое время. Надо написать только, хотите приобрести курс санскрита. При оплате целиком это стоит 9 тысяч рублей, а по 12 уроков, по 3 части, соответственно, 3700. Маленький нюанс. Если вы хотите просто рецитировать мантры и вас интересует фонетика, вы можете купить первый месяц. Как бы вот этот вот. А там мы занимаемся фонетикой. Так, мы потихоньку движемся по плану. И у нас где-то 15 минут еще осталось. Коллеги, давайте мы будем с вопросами решать. Есть ли у вас вопросы по санскриту и по тибетскому? Или же какие-то вопросы еще? Английский. Это был тоже топ-3, на самом деле, у нас был тибетский, санскрит и английский. Поэтому я решил их в обязательном порядке осветить. Итак, основная проблема с английским языком – это очень большой словарный запас. Очень большой словарный запас. Связано это с тем, что у английского языка такая своеобразная историческая судьба. Он вобрал в себе огромное количество французских слов и очень большое заимствовал из латыни. И поэтому для каждого понятия в английском языке есть как минимум слово, ну, как правило, да, в среднем. Одно латинское, одно французское, другое, собственно говоря, такое родное. Второй аспект, который делает английским трудным, это понимание на слух речи. Для почему-то русскоязычных людей это наибольшая проблема. И здесь есть и объективная трудность, которая связана с тем, что английский язык имеет массу вариантов произношения, массу таких микродиалектов. Ну, в частности, на британском варианте, который озвучивает диктор BBC, говорят на острове только 2% населения. А остальные люди говорят на таких своих локальных вариантах. Ну, в частности, есть чудесный видеоролик, в сети можете его даже найти где-то, может кто-то видел, о том, как два шотландца
управляют голосовым управлением лифтом и пытаются подняться на 11 этаж. Очень смешной ролик, такой буквально, ну, блестяще сделанный. И, наконец, третья тема, она такая психологическая. Называется она «Слишком долго учили». Потому что английский язык – это язык, на который тратит какое-то невообразимое количество времени. Я считаю, совершенно несопоставимое со сложностью языка. Но делается таким образом это, потому что методики обучения в школе и в вузе такие, которые не ведут к результату. Слишком долго учили, понимаете? Если бы учили его быстро, это было бы лучше. А так вот учили, результата все нет. И это такую инерцию психологическую формирует, что вот выучить его нельзя никогда. Но это не так, понимаете? Вот, ну что вам сказать? Это не факт такой. Так, коллеги, у нас время поджимает, поэтому давайте мы сделаем следующим образом. Вы будете писать вопросы в чат, я на них буду отвечать по ходу пьесы, и потому что нам еще, какое-то количество нужно работы, у меня, по-моему, остались несколько слайдов. Так, теперь у нас была романская группа. То, что я буду сейчас говорить про испанский, в принципе, касается и итальянского, и португальского. Первая тема – это такая ложная простота. Я вам говорил про испанский язык. Это язык с таким простым входом. Это что значит? Ну, вы, значит, день позанимаетесь и можете сказать «Ола, ¿qué tal?» Там, значит, какой-то диалог изобразить, научиться читать, буквочки, все нормально. Вот. И отсюда возникает такая история, что испанский язык очень простой, очень легкий и так далее. Вообще, кто не знает только испанский. Вот. И это очень кончается быстро, когда вы начинаете читать книги. Вот, и там вы начинаете понимать, что грамматика испанского крайне сложна. Вот. И второй пункт – это система глагола. Система глагола в романских языках вообще во всех, да, она чрезвычайно сложная. Она в этом смысле объективно, по характеристикам, она сложнее английской. В силу того, что многие формы образуются синтетически. То есть это разные, просто разные словоформы. Если в английском языке не меняется по родам, числам, то в испанском, в романских языках во всех там идет полноценное словоизменение. Есть куча неправильных форм, которые во множестве времен и так далее. Есть разные типы наклонений, которые нет в русском языке и так далее. То есть система глагола в испанском довольно сложная. Как и в итальянском, и в португальском. В португальском есть еще инфинитив, который изменяется тоже. И последний пункт – это литературный язык. Вот на это я хотел обратить внимание. Действительно, испанский литературный, весьма сложен. То есть это язык очень большой с литературы. И здесь еще, вот если мы говорим про испанский, накладывается такой фактор. Испанский язык имеет много локальных таких вариаций, да, локальных вариаций на уровне лексики. И поэтому, если вы будете читать испанских авторов, это одна история. Если вы будете читать Маркеса и латиноамериканских авторов, например, Маркеса, да, то много отличий всяких, особенно на уровне лексики. Но сама стилистика, сама синтаксис довольно сложный и так далее. То есть очень требует неких усилий. И это также к итальянскому языку относится, и, конечно, и к португальскому. То есть примерно та же история. Сколько языки близкие. Но вот отдельно, я не знаю, у нас французский кто-то указывал, я французский выделил из этой группы. Почему? Потому что он имеет серьезные особенности. Значит, если вы изучаете французский язык, в обязательном порядке, обязательно занимайтесь очень серьезно фонетикой. Просто вот серьезно занимайтесь. И французский сложен в понимании на слух, потому что есть много особенностей языка, стяжения разнообразные, там выпадение гласных и так далее. И мой совет для всех, кто изучает французский: никогда не слушайте ничего, что говорят не носители языка. В принципе. Вот просто вообще сразу на берегу. То есть используйте только
аудио, которое, ну, может быть, начальный фонетический курс там можно какой-то взять, но лучше даже этого не делать. Используйте только аудио, которое создано носителями языка. Только носителями языка. Все. Иначе вы просто себе как бы поломаете уши. Поломаете уши. И фонетикой надо заниматься, потому что вас не будут понимать, и вы не будете понимать. Тут аспект такой, то, что вы не можете воспроизвести на уровне, ну, фонетики, на уровне воспроизводства звуков, вы не слышите. И последний аспект – это весьма сложный синтаксис. Особенно вот если мы говорим о литературном языке, о языке классики. Вот синтаксису нужно отдельно посвящать время, отдельно как бы над этим работать, потому что очень много сложных конструкций, такой немножко вычурный, сложный, запутанный где-то даже, много таких конструкций не очень понятных. То есть в этом смысле французский немножко выбивается из романской группы. Он, ну, как бы имеет вот эти особенности. В испанском языке нет фонетических проблем, по большому счету. Вот в французском есть. Так, китайский кто-то упоминал, но я его подготовил, да, буквально 2 слова. Тут у нас что? Ну что ж, коллеги, с китайским все понятно, да, китайская грамота. Значит, иероглифика. Вот там стоит цифра 4000. Это то количество иероглифов, которое надо знать, чтобы быть, ну, скажем так, минимально грамотным китайцем. Список, официальный список правительства КНР, список иероглифов. Там, по-моему, я сейчас точно не помню, по-моему, 8,5 тысяч. Это то, что утверждено, ну, то, что как бы официально утверждено, используют в газетах. Ну, там, конечно, есть название собственной, фамилии и так далее, но вот 4000 иероглифов, к сожалению, надо знать. А следующий аспект – это фонетика. Вот китайский – это тот язык, фонетику которого нужно изучать наиболее долго. Потому что в китайском языке в целом практически отсутствуют те звуки, которые есть в других языках. Вот как бы не коррелируют. Фонетика просто вот такая странная. Употребляется ли для китайского транслитерация? Вопрос. Хороший вопрос. Значит, употребляется, но есть так называемый алфавит пинyin. Пинyin – это фонетическая запись. То есть, если даже, например, вот в детских книгах, да, где написаны иероглифы, под иероглифами может быть вот написано, как читается тот или иной иероглиф на пинyin. Но сам пинyin без иероглифов вы читать не можете никаким образом. То есть были попытки такие перевода китайский язык на латиницу, ну какие-то такие поползновения были во время культурной революции. Идеи такие были. Но они кончились очень быстро, потому что омофонов такое количество, что их невозможно передать в виде фонетических каких-то соответствий. Поэтому есть транслитерация, но это транслитерация фонетики. Это транслитерация того, как звучит язык. Но ни один текст вы так не прочитаете. То есть нужно, если вы хотите читать на китайском, то нужно учить иероглифы. Вот так. Если вы хотите, допустим, если вы хотите просто, ну, условно говоря, поехать в Пекин, там, я не знаю, сейчас с этим сложно, наверное, будет, ну, или просто там где-то покупать что-то на базаре, какие-нибудь морковки, то, в принципе, вы можете иероглифы не учить. Выучить там стандартные фразы какие-то. Но если вы хотите читать, то вариантов нет. Так, тибетский письменный можно поподробнее. Давайте поподробнее тибетский письменный. Тибетский письменный язык – это язык, на котором написаны тексты разнообразные. Поэтому тибетский язык письменный, он имеет разные, собственно говоря, варианты, разные как бы есть тексты, которые в X веке написаны, есть современные тексты, есть газетный язык. Но это тибетский язык, который отличается от разговорного в любом случае. Вы немножко поконкретнее задайте вопрос, тогда я вам смогу
рассказать. Я вам приведу такой случай. Вот смотрите, я был весной в Катманду и там занимался в том числе среди прочих активностей тибетским языком. И мы с преподавателем там, он носитель языка, мы читали книжку такую. Книжка очень хорошая, она у меня есть. Там только параллель на 3 языках: непали, тибетский и английский. Разные такие бытовые фразы. Ну, там довольно большая книга по разным тематикам. Ну, начиная как билеты там какие купить и кончая международным положением. И вот как это все выглядело. Я читаю кусочек и ничего не понимаю. Я его спрашиваю: вот вы скажите, вообще так говорят? Он говорит: ну, знаешь, так вообще-то не говорят. Я говорю: ну а как же так? Чего он так пишет? Ну вот как бы так не говорят, но в принципе, например, так сказать, где-нибудь на телевидении или на официальном приеме. Но вообще-то вживую так не говорят. И все, что там написано было в этой книжке, заметьте, это по разговорному языку книга, по разговорному языку. Он мне трансформировал в реальные фразы. Я говорю, ну вот, ну потом я уже, так сказать, я уже ему говорю, вот так, допустим, если это сказать, так говорят, он говорит: да, так говорят, а вот так, как написано, не говорят. И в этом основная проблема с литературным языком. То есть это ну, как бы другие совершенно конструкции, другие структуры, чем язык разговорный. Вот как бы так. В чем, собственно говоря, трудность здесь? То есть там другие системы, допустим, окончаний там у глаголов, да, используются. Ну, там как бы тибетское предложение заканчивается каким-то показателем, как правило. Вот эти системы показателей в литературном языке одни, а в разговорном языке их очень много, они разные, и они совершенно другие. И они как бы в литературном игнорируются. Есть разница по лексике. То есть в тибетском языке, поскольку там вы читаете, вы можете эти все амофоны понимать за счет написания. Поэтому коротенькие слова. А если в разговорном языке длинные слова, то есть, соответственно, они из одного слога никогда не будут состоять, как правило. Они будут 2 или 3. Ну, потому что иначе вообще ничего не понятно. Поэтому вот такая вот история. Ну и, соответственно, есть разные тексты. И есть тексты, которые переведены с санскрита. А санскриты переводили очень точно, очень детально, сохраняя структуры грамматические санскрита. И поэтому они такие непростые для чтения. Там тоже своя специфика. Но, понимаете, в разговорном этого нет ничего. Есть тексты, которые, ну, все-таки ближе как бы к разговорному языку, там, например, современники. Но все равно это ну вот у нас нет практически разницы. Вот мы можем сделать транскрипт лекции, например, этой, ну и как-то там убрать шероховатости. Но все равно у нас будут одни и те же формы глагола, например, одни и те же прилагательные и так далее. Они будут что в письменной речи, что устной. А в тибетском языке вот это будет совершенно 2 разных текста. Так. Ну давайте, пока вы пишете какие-то комментарии, я закончу про китайский. Еще одна трудность в китайском языке – это словоупотребление и многозначность слов. Многозначность слов и иероглифов. Особенно это касается письменного языка. Там очень много есть вариантов, версий каких-то. Если вы возьмете словарь БКРС и какой-нибудь иероглиф, там любой, особенно употребимый, туда забьете и посмотрите, то там словарная статья будет состоять из очень-очень большого количества пунктов. И иногда очень слабо связанные как бы даже значения. Непонятно, почему они такие. Так. Ну что ж. У меня еще какой-то пункт был. Все. Коллеги, ну что ж. У нас прошло 2 часа. Давайте мы будем сворачиваться потихоньку. Давайте я сейчас коротко. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, давайте их озвучивайте, потому что мы будем сейчас финишировать уже. Что касается хинди и непали, был такой пункт. Значит, всем, кто учит индийские языки, в принципе, любые, в том числе и хинди, я, конечно же, рекомендую сначала взять маленький курс санскрита. Почему? Это вам создаст базу определенную. Но, конечно, косвенно. Вы учите деванагари,
и вы, ну, как бы немножко станете понимать получше, как это все формировалось. По Непали достаточно сложная ситуация, не очень много пособий. Не очень много пособий с аудио. А по хинди, в принципе, все хорошо у нас. На русском языке есть книжки Ульциферова. И если вы хотите изучать с нуля совсем, не знаете Деванагари, хотите только хинди, есть такой самоучитель Лазаревой. Это такая книжка, которая написана для школьников. Для школьников. Вот ее возьмите, и по ней можно работать. А потом можно Ульциферова. И еще есть питерский учебник, который сейчас создали. Там тоже есть аудиоприложение и тексты. Он такой красного цвета, я не помню, честно говоря, авторов. Тоже он доступен в бумаге. Так, что у нас еще было? Что у нас еще было? Арабский, да? Арабский, вот указан арабский. Что по арабскому языку можно сказать такого хорошего? Ну, тут непонятно, какой интерес. В любом случае, если вы даже хотите просто там в Египте жить или там еще что-то, надо изучать, конечно, классический язык сначала. Иначе там грамматические концепции вы немножко не будете понимать. Ну, арабский весьма доступен, материалов много в целом. Поэтому тут как бы, ну, там та же история, письменность. Грамматика в арабском очень структурированная, очень как бы выстроенная. И поэтому можно, например, взять мединский курс. Это самый простой вариант, если вы грамматику хотите проработать. На него даже, ну, он, конечно, там немножко с акцентом в ислам, но не очень большой. По мединскому курсу есть лекции не помню, как называется эта организация. В общем, одна из исламских организаций в Канаде, Торонто. В Торонто. И вот этот на YouTube он есть. И там есть подробно, просто полностью, как он читался, ну, лекции для тех, кто хочет изучать арабский с самого нуля. Просто можно это слушать на английском языке, естественно. Так, скажите, как вы относитесь к понятию языка? Ну, как вы, не знаю, я не очень понимаю, что это такое. Есть лингвистическая интуиция, да, вот такое понятие есть. Но что касается, ну, допустим, когда вы что-то там понимаете, как устроено, но что касается моего опыта, это основано только на том, что я, допустим, понимаю какие-то механизмы, как они в разных языках работают. И понимание механизма языка как бы позволяет понимать другие какие-то языки и так далее. Вот в таком плане. А так не очень понятно, что это. Так, ну что ж, мне осталось только... Если у нас есть вопросы, вы можете их задавать. И мне осталось ставить точку, рассказать про тот маленький бонус, который я вам как бы приготовил. Коллеги, у меня есть 18 подкастов, я назвал их «Лингвосоветы». Это подкасты, которые просто по разному изучению языка. Во многом связаны с теми же вопросами, ну, более часто, допустим, как понимать на слух, как ставить речь там, и так далее, как изучить грамматику. Это объем материала больше 3 часов всего. И если вы хотите их получить, это можно бесплатно, но как бы такая деньга. Если вам как-то слышно было то, что я говорил, интересен тот материал, который я рассказывал, то вы можете опубликовать, написать свой какой-то отклик, отзыв от о вебинаре, ну, в любом объеме, я не знаю, и сделать какие-то 2 любые публикации в сети. Ну, в своем блоге, в какой-то группе, например, ВКонтакте, я не знаю, где угодно. Если вы это делаете, то вы можете потом прислать администратору письмо, указать 2 эти ссылки, и вам пришлют ссылку на место, где лежат подкасты. И, соответственно, какие-то вопросы, которые у вас, может, есть, и мы здесь не закрыли, вы можете закрыть таким способом. Ну вот это, наверное, все, что я хотел вам сказать. У нас прошло 2 часа, как так незаметно.
Надеюсь, вам было полезно, то, что я вам рассказывал, и как-то это, конечно, вас немножко, может, структурировало ваше понимание технологий изучения языков и так далее. Я думаю, что эту тему мы будем продолжать. В любом случае, в школе Тибет-класс будут и открытые мероприятия, и, конечно же, я вас еще раз хочу пригласить на курс по мнематике. Поверьте, это очень навык, который вами будет использоваться всю жизнь. Сколько бы вы языков не изучали, сколько бы вы слов не изучали, вы будете все время этим пользоваться. Вот это очень важно. Один раз вы осваиваете, а потом пользуетесь всю жизнь. И вы забудете о том, как зубрить слова. Вот это главное. И, конечно, сможете решить вот эти все задачи, о которых меня спрашивали. Например, как подготовиться к сдаче сертификата и так далее. То есть это все очень серьезно помогает и экономит ваше время. Это тот ресурс, который невосполним. Ну что ж, коллеги, в таком случае мы с вами и я жду вас на других мероприятиях школы Тибет-класс. Так, сейчас чат пишут, ну, наверное, мы трансляцию закончим, так что я с ними попрощаюсь, и если что, отвечу в чате еще.